телефона повыше, вот, более жирный 900, и сумма там указана. В списке там идентификатор, номер счета и сумма. «31 августа этого года я зашла в соцсети, увидела рекламу. Он известный брокер, и он предлагал обучение на платформе. Я зашла просто из любопытства, просто посмотреть, что это такое, потому что слышала, что там люди на бирже играют, что-то там зарабатывают. У меня было только любопытство. И потом мне позвонил это сотрудник этой, видимо, организации, и мне предложил зарегистрироваться на этой платформе и начать там работать, зарабатывать. Обещал, что будут нормальные доходы и так далее. Но я решила, думаю, попробую, почему нет. Но у меня сумма была совсем небольшая, у меня было 16 тысяч рублей. Он сказал, что этой суммы будет достаточно, якобы. Он открыл мне свою программу, показал графики, какие там, допустим, по валюте, по индексам. Предложил мне создать свой портфель, он называется инвестиционный портфель. Но чтобы его открыть, нужна большая сумма. А поначалу с моими маленькими, значит, деньгами он показал мне, как заработать по этим графикам, сказал, что куда там нажимать, у них программа есть специальная, и показал, что моя сумма, она увеличилась, и показал, ну, это видела я, конечно, все на экране телефона, что у меня доход 20 тысяч в рублях. Ну, это как-то, знаете, поднимает настроение, сами понимаете. Затем поступило предложение от этой фирмы. Предложение такое, что если я, значит, вкладываю в определенный там что-то, моя сумма, она удваивается. И вот с этого момента, можно сказать, пошли все мои вложения денег. Потому что потом они мне прислали письмо по электронной почте, что мои вложения удвоились почти что, как вот они обещали, они удвоятся от 70% до 100%. Пришло письмо от брокера самой биржи, что мне для того, чтобы вывести эту сумму, необходимо оплатить 30% той суммы, которая лежит на моем счете. У них такая схема, что вот эти деньги нужно теперь вывести с самой биржи на мой счет. Для того, чтобы вывести, тоже нужно оплатить. Потом, чтобы с моего счета в криптовалюте перевести деньги к таможне, чтобы эта криптовалюта перешла в рубли, я тоже должна вложить деньги, свои деньги. Они мне присылали номера телефонов в Киви-банке, присылали, какие были номера, какую сумму надо перечислить. И я перечисляла. В итоге я осталась без денег. Чтобы перечислять эти деньги, я брала кредиты и занимала деньги у своих знакомых. Деньги в итоге кончились. Сколько в итоге денег вы перечислили? В итоге я перечислила, если смотреть по чекам, которые я отправила в Киви-банк, 1 420 000. Но до этого я еще перечислила, ну, 30 000, наверное, своих денег, которые у меня были на карте. В дежурную часть отдела мудрости по Альметьевскому району обратилась 64-летняя местная жительница. Пенсионерка пояснила, что, узнав от знакомых о возможности неплохо заработать, она вложила свои деньги в фондовую биржу. В одной из социальных сетей нашла ссылку на одну из фирм и оставила свои данные.
На следующий день с ней связался сотрудник фондовой биржи. Мужчина предложил ей открыть личный счет, с которого она будет проводить финансовые операции. При этом он пообещал пенсионерке очень высокую прибыль. Женщина согласилась, зарегистрировалась и перечислила на указанный мошенником счет 16 тысяч рублей. Далее, как объяснил брокер, ее передали эксперту, специалисту, который закрепляется за каждым клиентом и помогает зарабатывать. С его помощью женщина изучила программу, открыла инвестиционный портфель. Сумма на ее счете действительно вскоре стала расти. Потерпевшие предложили заработать еще больше, но попросили внести более крупную сумму. В надежде заработать миллионы женщина вложила свои и кредитные деньги. В общей сложности она перечислила неизвестным на различные абонентские номера около 1,5 миллиона рублей. К середине сентября деньги пенсионерки закончились, и она сообщила об этом эксперту. Женщин попросили не волноваться и ждать поступления, но мошенники не только не торопились высылать ее заработок, но и перестали отвечать на телефонные звонки. Подождав несколько дней и не получив ответа, потерпевшая обратилась в полицию. В настоящее время Следственным отделом МВД России по Альметьевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Вызов 112. Истории и герои на нашем сайте и YouTube-канале ТНВ.